Одни уже заняли места за столом, другие скромно толпятся у входа. В социальном центре, больше известном как «Ночлежка», сегодня никто не остался без обеда. В меню каша, горячий чай и даже сладкий презент – конфеты и пряники. Дмитрий Петрунев в кабинной категории «бомж» себя уже не относит. Говорит, самое тяжелое в прошлом, когда и в подъездах ночевал и с жизнью прощался. Кризисный центр помог ему восстановить документы и даже найти работу. Все зависит в плане ночлега. То есть, если человек поспал, хорошо покушал, то, естественно, он может пойти на работу, где-то что-то заработать, хотя бы на кусок хлеба. То есть жизнь у него будет восстанавливаться, понимаете? То есть он будет стремиться к чему-то, у него будет цель. Когда-то без крыши над головой был и сегодняшний волонтер благотворительного фонда «Новая жизнь» Степан Самсонов. Его историю, к слову, рассказывали даже на федеральном телеканале. Скитался бесцельно и пьянствовал он аж 10 лет. Отбыл срок в колонии, прошел реабилитацию. Сегодня имеет работу, счастливую семью и помогает таким же оступившимся. Когда-то сам бродил по улицам, оказался без дома, без жилья, без документов, абсолютно без ничего. Потерял облик, и мне помогли однажды. Также помогли такие же люди, такие же волонтеры. Протянули руку помощи, накормили, рассказали, обогрели. Было время, и ночевал я здесь, в кризисном центре на Маегово. Поэтому мы сейчас сотрудничаем. Следующий этап – медицинский осмотр. Сотрудники 3-й поликлиники Сыктывкара выслушивают жалобы и при необходимости делают прививки от дифтерии и столбняка. Сегодня укололи только 3. Остальные и так частые гости медучреждения. Это требование Центра соцадаптации. Иногда приходится уговаривать. То есть у нас есть такое небольшое соглашение с кризисным центром, что люди, поступающие сюда на ночлег, должны к нам обязательно подойти на осмотр. Еще одно правило центра – быть трезвым. Здесь каждый знает – выпил – останешься без ночлега. Бесплатная услуга доступна каждому 60 дней в году. Здесь можно помыться, получить чистую одежду. Рассчитано учреждение на 27 мест. Сегодня проживает 17 человек. У кого-то дом сгорел, кого-то из дома выгнали, мы принимаем. Также принимаем осужденных. Кому, допустим, некуда обратиться в настоящее время. Социальные связи у них потеряны. Мы восстанавливаем связи, пишем запросы в администрацию других районов и городов. Помогают обездоленным и специалисты Центра занятости населения. Один из обратившихся за помощью – бывший осужденный. Говорит, хочет устроиться водителем, но мешает темное прошлое. Специалисты посоветовали получить другую категорию. Медицинская справка водительского у вас действующая? Нет, она сейчас закончилась недавно. Мы еще бесплатный медосмотр можем вам предложить. Да вы что? Вообще, тем более я без 5 минут почетного дома, у меня все анализы хорошо. Подняться со дна сложно, но можно. И Сыктывкарский центр социальной адаптации это доказывает цифрами. Твердо встали на ноги около 30% его теперь уже бывших подопечных. Таисия Жакова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.